You faker than some sweet and low. Yeah, you got some silverware, but really, are you eating though? Are you eating though? Nigga, are you eating though? Breakfast, lunch, and dinners for beginners. You ain't eating though. Таким же туманным и неопределенным, как пуля в сердце. Яблочко от Закрытая яблока вечеринка. падает. Во всем здесь чувствовался Джак Люпино. Жесть, я коцный пришел, конечно. Угу. Смотрю. Ой, блядь. Зомби-демона из открытого космоса. Блять, сука. Там еще есть. Ладно. Или нет? Или да? Нет. Уроды. Один с обрезом, второй со сюрпризом. Пожалуйста, обезболивающего. Да как нет обезболивающего? О, блин, я в жопе. Ладно. Окей, нормально. О, обезболивающий. Комната была забита легким чтивом. С ними Легким старинные чтивом. варианты вроде «Молота ведьм» и «О новых вратах в царство Некрономика. Книги с пентаграммами на обложках, Ведьмовство для всех. и инфернальные темы соседствовали с фильмами ужасов и досками для ролевых игр на ту же тему. Единственное, о чем я мог думать серьезно в этой комнате игрушек, было то, что Люпино воспринимает это очень серьезно. Да. И при встрече с ними я уже думал, то, что тут реально что-то такое есть паранормальное, потому что он способен принять на себе не ебаться много свинца. Ого. Найс. Кайф. Боль. Максим, боль. Ого. Пыщ.
О, вот это secret. Very nice secret, guys. Так. Тут я нашел секрет, а он мне как раз. Я уже думал, можно расслабиться, блядь. Ладно. Гори, гондон. Давайте, суки. Отлично. Так, уничтожаем наркотики. Это еще одно место, где я по традиции уничтожаю наркотики. Ага, найс. Где он там? Кто там? Дверь. Все никак закрыть не может. Это там. Или наверху. Ладно, еще разберемся. Блять, напугал, сука. Урод. Так, ладно. О, нифига их много. Так. Что там? Кого там? О, прям чуть ли не от первого лица сейчас было. О, я вспомнил, что тут еще всякие разные моды вставили. Ну, точнее, придумали. На Макса Пейна. Там типа Матрица Нео, Кунг-фу Нео, кто-то Кунг-фу, Макс Пейн там, и тому прочее. Они были, в принципе, прикольными, если так вспомнить. Нифига прикольно. Вышел на улицу в игре, а тут с окна прям ветерком подуло. Вот это погружение. Хорошо. Нормально, пока идем очень даже хорошо. Опа! Сюрприз. Блять, чел. Вот это было эффектно очень. Блин, как же я первый раз, когда играл в PogChamp со всех этих слоумо моментов. Угу. Скоро Липина будет, мне кажется. Очень-очень скоро. Так, пинграм полный. Дезерт. Да, на билет переходим. Алька-тестер, здорово. Нихау. Чувствую, сейчас будут шутечки по поводу того, что когда выйдет новый альбом, ну, в плане того, что я похож на Скриптонита, потом Кодзима играет типа Макса Пейна, такое. Частенько такое бывает, частенько. Так что я человек, привыкший к таким шуткам. Stage Control, по-моему, это. Ага.
Мудак, выйди сюда, кеп. На. Учись стрелять. Угу, вижу тебя. Да. Вот ублюдок хотел мне гранату кинуть. Спасибо за гранату. Уверен, мне понадобится. Проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. Это был проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. На диване валялись обрывки письма. А тут много чего. Пунчинелло угрожал Люпино письменно. Повсюду на бумаге были кровавые отпечатки пальцев. Мне неприятно думать, что один из моих мальчиков начал подтасовывать карты. Соберись, Джеки, мы тут делом занимаемся, и мне бы не хотелось присылать к тебе трио. Очевидно было, что Люпино угрозы не испугала. Стол был покрыт заметками Люпино. Джек Люпино был самым настоящим сумасшедшим. Стол был испещрен мистическими надписями, сделанными кровью. Имена демонов и темных богов были перечислены без всякого порядка. Вельзевул, Асмодей, Бафомет, Люцифер, Локи, Ктулху, Лилит. Ктулху. Крови хватит на всех. Люпино увлекся старыми игрушками а-ля Фауст. Душу в обмен на могущество и удачу. Распишитесь кровью там, где галочка. Там, где галочка. Нормальная такая роспись в виде На пиктограммы. алтаре лежал дневник Люпино. Блин, представляю себе, какой у него паспорт вообще. У этого Люпина. Нет, он определенно сошел с ума. Волки из старых легенд на свободе и готовы сожрать солнце и луну. Люпино тоже волк. Да, я чудовище. Я огромный Фенрир. Я вестник апокалипсиса, несущий плоть падших ангелов. После истории с Миллениумом идея конца света стала банальностью. Но кто я такой, чтобы рассуждать об этом? Жалкий мститель-неудачник, осмелившийся выступить против целой империи зла. Все в этом мире субъективно. И конец света у каждого свой. Если он придет к тебе, то он не покажется тебе банальным. Окей. Вот, сука, Люпина, ща будет вообще... Ну, я, кстати, неплохо подготовился. 8 обезболивающих, все есть. Да. Гранаты есть даже. Ну че? Вот правда, дезерта мало. Ладно, погнали. Ангелов, призываю вас. Астарот, Вельзевул, Асмодей, Бафомет, Люцифер, Локи, Сатана, Ктулху, Лилит, Гела. Я проливаю кровь на ваш алтарь. О, тайно живущий за гранью реальности. Видел гниющую плоть. Угу. Оружия много. На случай, если не останется патронов. А патроны кончатся, я вам говорю. Я в него столько патронов сейчас потрачу. Он здесь. Он приближается. Ты пришел, свидетель конца времен. Был. Мне нужны слова. Я вышел. Нормально. Трое. Четвертый пошел. Нормально. Есть еще? Будут дополнения? Нет? А, я понял, будут. Ой, много.
Да ёшкин кот. Пес, собака. Он чё, сгорел? Блядь. Сучка. Все? Блин, хорош. Ну теперь-то все? Да ладно. Блин. У вас там что, очередь живая или как вообще? Вот и он. Я и раньше подозревал, что здесь что-то не так, но того, что здесь не так, хватило бы на Эверест и всей генеральной передачи. Люпино был накачан наркотиками. Он вполне мог бы выдержать 15 раундов с аллигатором-мутантом, а затем он снова начал свой бред. Это были слова из страшного сна, моего сна. Я вкусил плоти падших ангелов. Я вкусил зеленой крови дьявола. Она струится в моих жилах. Я видел этот мир насквозь. Я проник в него до мозга костей. Смерть грядет. Она грядет. Я надеюсь, с первого края пройду. Закат времен. Это сволочь пиздец и жесткая. Время пришло. Все, кто стоит на ее пути, умрут. Блин, я удивлен тому, что как они могли просрать такой сюжет в фильме, типа все было готово, просто им надо было Все умрете сейчас. как-то, Все умрете. Я волк. может быть, видоизменить персонажа и все. Ну, нормально, все, отлично. Люпино наконец упал. Я продолжал стрелять, чтобы он вдруг не ожил снова. Валькирин превратил его в зомби, в чудовище из иного мира. Думаю, он уже мертв. Но так или иначе, это не тот, кто тебе нужен. В комнату вошла эта женщина-вамп. Дуло ее пистолета смотрела мне в лицо. Какая-то забавная такая. Лиза Пунчинелло. Видно, что она Местного отца. Мона-сан, мы с ней близнецы. Моноса. Послушай, сестрица, это ведь опасно. Ты можешь поранить кого-нибудь этой штуковиной. Лиза истеричная девица, а я профессионал. Я прикончу тебя и глазом не моргну. Отлично. Мои рекомендации ты уже видела? Джек ничего не мог тебе сделать в этом состоянии. Мы с тобой охотимся за одним мешком дерьма. Пунчинелло убил твоего приятеля и подставил тебя. Ты это точно знаешь? У меня свои источники информации. Кто тебе заказал главного злодея? Никто. Ненавижу этого садиста, который издевается над женой. Почему бы нам не объединить усилия? Я уж думал, ты никогда этого не скажешь. У меня уже палец на курке зачесался. Как тебе сделать виски? Со мной легко договориться. Да ты просто ангел, Макс. Напиток был неплох. У него был сладковатый медовый привкус. Ничего личного. Просто я не могу допустить, Бля. что в очередном припадке ярости ты пристрелил Лизу. Сон был все время один и тот же. Тени, мечущиеся в темноте, безумный смех киллера, как намек на что-то ужасное. Блять, ужасно. Ладно. Где-то плачет ребенок. Блин, в этих снах были какие-то ебанутые моменты в том плане, то что какая-то сложность была в них. Я уж не помню точно. По-моему, просто очень было сложно идти по тонкой линии. Был какой-то лабиринт. Ну все в таком духе, короче.
О, началось. Ладно. Это будет весело, ребята. Просто следуем голосу, по-моему. Окей. Вроде иду правильно. Да. Раньше надо было думать, когда ты там спать улегся рядом с Любино. Шутник. Спать улегся рядом с любимым. Но я не виноват. Меня напоили. Фотографии из старых добрых времен. Мишель смотрела на меня с фотографии. У нас с Алексом были свои звездные минуты. Борцы с преступностью, лучшие в объединенном отряде полиции Нью-Йорка и отдела по борьбе с наркотиками. Я бы все отдал, чтобы вернуть его. К сожалению, чудес не бывает. Семья Пейн. Миг счастья, запечатленный на фотокарточке. Я думал, что так будет всегда, пока смерть не разлучит нас. Я не хотел об этом думать. Пока я не думал, это не могло случиться. Но я нарушил это правило. Мысль о смерти все-таки закралась в мою голову, и страх проник мне в сердце. Он уютно обосновался там и начал потихоньку охватывать всю территорию. Да ёпта. А, вот и она. Обожаю мультики. А про капитана бейсбольную биту мои любимые. Ух, ни хрена тут. Так, о, не падай. Гравитация тут шуточная, конечно. Так. Ой, нет, Господи, ну, пожалуйста, только не это. Смерть. Или умерла. Ужас нахуй, ужас, блядь. Их можно резать хоть кубиками, решетить пулями, взрывать, испарять, дезинтегрировать, они все равно. Дезинтегрировать. На столе лежал ежедневник Мишель. Мишель работала на полставки в офисе окружного прокурора. Ежедневник был раскрыт на сегодняшней дате и исписан ее аккуратным почерком. Вчера ко мне на стол попала какая-то военная папка. Вальгала? Это вроде бы из скандинавских мифов. Это, блядь, военный препарат был. Но он был занят, хмурился. Думаю, ничего важного, просто на почте перепутали адреса. Теперь я бы всегда выслушивал ее. Глупое обещание. Слишком мало и слишком поздно. Макс, пожалуйста, не надо. За что? Я не хотела, прости меня, Макс. Убийца, ты убил ее. В жизни так не Убийца. бывает. Ты убил ее?